Здравствуйте, меня зовут Слепцов Семен, я ученик 8 Б класса, Мабусуха гимназия города Якутска. Я сделал НПК на тему «Сравнительная характеристика традиционных календарей коренных народов Сибири». В данной работе проведено исследование традиционных календарей коренных народов Сибири на основе изучения литературы. Целью данной работы является проведение сравнительного анализа традиционных календарей коренных народов Сибири. Решались следующие задачи. Первое. Изучалась теоретическая основа и сущность традиционного календаря. Второе. Охарактеризованы традиционные календари коренных народов Сибири. Третье. Выявлены тип хозяйства, тип календаря, особенности годового цикла, названия месяцев. Четвертое. Проведено сравнение традиционных календарей народов Сибири. Традиционный календарь – это способ для времяисчисления на периодичности явлений природы, времен года, фаз Луны, использовавшийся до появления современного общеевропейского григорианского календаря. В настоящей работе проанализированы традиционные календари якутов, эвенков, бурятов, тувинцев, хакасов, алтайцев, ненцев, хантов. Методами исследования являются структурный метод, с помощью которого выявлены составляющие единицы календаря, их взаимосвязи для изучения функций и значения календаря в жизни общества. Использовался функциональный метод. Сравнительный метод позволил выяснить различия и сходства между календарями нескольких народов. Гипотеза. Традиционный календарь якутов показывает южное происхождение его предков. Традиционный календарь является уникальным, из него можно почерпнуть знания об особенностях традиционного времяисчисления, длительность и очередность, характерные черты разных сфер деятельности членов традиционного общества, передаются основные вехи традиционного цикла, мировоззренческие представления, детализация для конкретных условий. Отличительная черта традиционного календаря – это природные условия, ареалы его распространения. Даже незначительные различия природной среды смогли стать причиной возникновения неповторимых черт хозяйства, социальных отношений и мировоззренческих представлений у народов Сибири. Много общего по сходству экологических условий, близостью происхождения и многовековыми этнокультурными контактами. Некоторые календари подвергались влиянию соседних стран – Китая, Монголии. Выделяются некоторые особенности: фенологические природные явления, хозяйственные занятия, мировоззренческие представления народа. Результаты и выводы. Пройдя анализ литературы, приведены следующие выводы. Первое. Практически все народы используют лунный и лунно-солнечные календари. У всех народов год длился на 2 сезона – теплый и холодный. Третье. В отличие от современного европейского, основанного на научном знании, традиционный календарь коренных народов Сибири строится на основе исторического опыта освоения природы и адаптации к природно-климатическим условиям. Четвертое. Каждый месяц отражает хозяйственно-культурный тип. Пятое. У якутов, хакасов, алтайцев и бурятов слово «год» в значении замкнутого годового цикла связано с древнетюркским термином «ел». Шестое. У якутов и алтайцев схожие названия времен года. Седьмое. У тувинского, бурятского, хакасского календаря счисление больших промежутков времени от 12 до 60 лет с учетом движения Солнца и Луны. Восьмое. У бурятского, хакасского, алтайского нарисованы животные, которые обозначают 12-летний цикл времени, что может быть влиянием восточных соседей Китая. Девятое. Многие календари все имеют форму круга, так как движение времени издревле считается повторением и круговоротом жизненного пути человека на Земле. Десятое. Эвенский календарь отличается от всех тем, что считает по голове и рукам, левое плечо, правое плечо и т.д., что является очень древней формой календаря. 11. Разные способы обозначения месяцев календаря у коренных народов Сибири можно объяснить существованием в их культуре многообразия календарных систем. Названия якутских и алтайско-саянских месяцев несут общую основу. Все это говорит о южносибирской основе якутского традиционного календаря. Заключение. Наличие общих черт в традиционных календарях изучаемых народов можно объяснить единством в хозяйственной деятельности, сходством географических условий, южным происхождением народа Саха. Зародившись еще в архаическую эпоху, календари приобрели огромное значение в жизни человека, являясь уникальной системой, включающей в себя представление о времени. Народные знания, верования, приметы, обряды, праздники, изучение календарных систем особенно важно для постижения культуры народа, так как они имеют значительный объем информации о своих создателях. Также есть список литературы. Спасибо за внимание.